Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. В Канаше на железнодорожном вокзале прошла информационная акция «Час пассажира». Жителям предоставилась возможность задать любые интересующие их вопросы и высказать предложения сотрудникам транспорта. О целях, задачах и участниках встречи в репортаже Антония Николаева. Путеводная звезда, по библейской легенде, указывала волхвам путь к месту рождения Иисуса Христа. Она и поныне служит своеобразным символом выбора правильного пути. Не зря именно этот фразеологизм написан в фойе здания Канашского железнодорожного вокзала. Станции, к слову, находящейся на 666-м километре пути. Час пассажира – это не время ожидания прибытия своего поезда, ведь, как правило, задержек в расписании движения составов нет, а мероприятие ежегодно проходящее в том самом фойе. Сотрудниками транспортной полиции ежегодно на объектах транспортного комплекса, входящих в участок оперативного обслуживания, проводится информационная акция «Час пассажира». Акция «Час пассажира» направлена на пропаганду мер, принимаемых органами внутренних дел на транспорте по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на объектах транспорта, на реализацию принципов открытости и публичности деятельности российской полиции и построение конструктивного диалога с гражданами. В ходе данного мероприятия любой желающий может обратиться как к руководству транспортной полиции, так и к руководству железнодорожного вокзала с наиболее часто интересующими их вопросами, получить на них ответы, либо высказать свои предложения по работе. Безусловно, на интересующие вопросы пассажиров ответить могут только компетентные на то люди. Поэтому в мероприятии участвовали председатель Общественного совета при Чувашском линейном отделе МВД России на транспорте Родион Архипов, заместитель начальника Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте Олег Герасимов, начальник Канашского участка акционерного общества «Содружество» Дмитрий Александров, а также начальник железнодорожного вокзала станции Канаш Лидия Николаева. Чаще всего наши жители города Канаша, наши пассажиры, которые приезжают у нас поездами дальнего сообщения, пригородного сообщения, обращаются в основном по пригороду. Что у нас раньше ходил поезд Канаш-Чебоксары рано утром, 7 часов, сейчас его отменили. Далее наши пассажиры также обращаются, что у нас по территории Чувашской республики льготы студентам нашим в этом году отменили этими вопросами. Но еще обращаются, что цены у нас тоже повышаются на дальнего следования. Наша дирекция железнодорожных вокзалов всегда к каждому вопросу пассажира относится очень серьезно. Подобными мероприятиями устанавливается диалог между пассажиром и перевозчиком, клиентом и поставщиком. Без надежно налаженного контакта невозможен дальнейший рост компании, ведь именно клиент формирует спрос. Час пассажира – уникальная возможность получить ответ на свой вопрос незамедлительно, причем не от рядового сотрудника. Антоний Николаев, «Вести недели». Совсем скоро страна отметит 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. Ветеран войны, обладатель ордена Славы 3-й степени, стрелок 140-й стрелковой дивизии Иван Котов в эти дни отметил свой почтенный 95-летний юбилей. Иван Иванович Кутов попал на фронт в 18 лет. Молодой, отважный, целеустремленный. В бой шел без страха. За четкие действия, разгромившие врага, удостоен медалей и орденов. Уважаемый Иван Иванович, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы прошли большую жизненную школу. Стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени. Самоотверженно восстанавливали страну из руин. И всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества. Верите в правое дело. Великую любовь к Родине, ответственность за ее настоящее и будущее вы передаете нам, грядущим поколениям. Желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия. Президент России Владимир Путин. Это вам ответ. Также от имени главы администрации города Канаш Виталия Николаевича Михайлова примите искренние поздравления с юбилеем. Ага. Самое главное здоровье, счастье, думаю, у вас есть. Сегодня ветерану 95. Живет он вместе с детьми. С благодарностью отзывается о дочери Евгении, которая находится рядом, помогает ему преодолевать трудности. Вам спасибо. За круглым столом собрались дети, внуки, друзья. 80 лет только. От всей души городской совет ветеранов поздравляет вас с юбилеем.
Желаем, главное, крепкого здоровья. Еще долго жить. Чтобы я пришла еще на 100-летний юбилей, а там Бог столько даст. Иван Иванович считает себя счастливым человеком. У него 8 внуков, подрастают 9 правнуков. Правильно. Живут и на здоровье продолжает жизнь. Правильно. Жизнь продолжается, правильно. Доброго здоровья, активного долголетия, Иван Иванович. Олеся Григорьева, Антоний Николаев. Вести недели. В минувшие выходные Центральный парк стал местом проведения Кросса нации 2019. Мероприятие в Канаше проводится с 2009 года и, стоит отметить, только набирает популярность. Меняются локации, участники, но не отношение канашцев к здоровому образу жизни. Кто же в этот раз стал фаворитом, в сюжете Антония Николаева. На старт импровизированного маршрута вышли канашцы разных возрастов и родов занятий. От школьников 2010 года рождения и младше до работников государственных учреждений и бегунов от 45 лет. Благоприятной гонке способствовала и установившаяся на время мероприятий солнечная погода. На удивление, старты в некоторых возрастных категориях выдались острые и порой даже драматичные. К примеру, в группе бегунов мужчин 99 года рождения. Практически всю гонку лидировал учащийся Канашского педагогического колледжа Александр Васильев. Однако все же финишную ленту спортсмен пересек вторым. Где-то неделю-две готовлюсь к гонке, тренируюсь, готовлюсь психически, морально. Делаю контрольные тренировки, чтобы понять сами ощущения. Бежать тяжело, короткая дистанция для меня. На самом деле я сам бегу более 3 километров. Для меня это тяжелая дистанция, поэтому не выдержал. В прошлом году были участники немного слабее, а в этом году более конкуренция так жесткая. Стоит отметить, что кроме физического, конкуренция растет и по количественному показателю. В этом году, по официальным данным, на старт вышло более 5000 любителей бега, то есть каждый 9-й житель. О важности кросса нации и условиях, созданных в Канаше для занятий физическим спортом, рассказал заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики Константин Миронов. Здоровым быть модно. Это сейчас доступно заниматься. Вот даже в парке в этом году, посмотрите, сколько открылось новых тренажеров. Люди по утрам занимаются. Посмотрите, сколько было сегодня народу. Очень много. Погода позволяет. И ребята с удовольствием сегодня выступают. Пришли родители с семьями, маленькими детьми, даже маленькие забеги, киндер-забеги. Посмотрите, даже людям 5-6, девочкам 5-6 лет. Это о чем говорит? Что люди хотят заниматься, стремятся и ведут здоровый образ жизни. По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями и дипломами из рук председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министра спорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Александра Николаева и главы администрации города Канаш Виталия Михайлова. Для Вестей недели Антоний Николаев. Я раньше читала 98 слов в минуту, а теперь 240 слов в минуту вслух, а про себя я могу уйти за 9000 слов. Именно от чтения в первую очередь зависит успеваемость в школе, так считают специалисты. Если ребенок читает медленно, с ошибками, без понимания, усвоить школьную программу ему будет сложно. И неважно, математика – это история или русский язык. Русский язык хромал. Правописание страдало, правила плохо запоминались. И вот пришли, стали заниматься. На первом занятии, если мы читали 90-100 слов в минуту, уже через месяц уже 200 слов. Русский язык, если даже, допустим, у нас в первой четверти 3 выходила, во второй четверти у нас уже 4, а вот теперь вот в третьей четверти мы уже на 5 дотягиваем. Особенность обучения в школе скорочтения заключается в комплексном интеллектуальном развитии. На каждом занятии тренируют логическое и образное мышление, память, внимание и разные способы запоминания. А это, в свою очередь, помогает успешно усваивать иностранные языки. Арина признается, теперь лучше запоминает новые слова
и правила. Я изучаю 2 языка, английский и испанский. И раньше было для меня очень большой проблемой запоминать новые слова и правила. Теперь же я делаю это с лету и хочу начать изучать новый язык. Педагоги говорят, результаты видны уже после первого месяца занятий. Взрослые, например, начинают быстрее и качественнее работать с большими объемами информации, а дети тратят меньше времени на выполнение заданий в школе и дома. Скорочтение – это единственный вид умственной деятельности, который позволяет развивать весь блок психологических процессов. Это память, внимание, логика, мышление. Причем затрагивает все аспекты, все отделы головного мозга. Ну а если человек гармонично развит, если он может эффективно воспринимать, запоминать информацию и использовать ее в жизни, естественно, он себя спокойно чувствует не только в школьные студенческие годы, да, но и в профессиональной деятельности. На занятиях в школе скорочтения и развития интеллекта IQ 007 каждому ребенку индивидуальный подход. Поэтому результаты видны сразу и педагогу, и родителям, и детям. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. В кошельке немного денег, а хочется приготовить что-то вкусное. Да еще и нужно купить множество товаров для дома по приемлемым ценам. Тогда добро пожаловать в магазин низких цен «Светофор» по улице Котовского, дом 4. Здесь вы найдете чистящие и моющие средства, средства для волос и тела, и даже детские подгузники и игрушки. Товары для автовладельцев, аксессуары, постельное и нижнее белье, корма для животных. В общем, найдете все и немного больше. А главное, по очень приемлемым ценам, без ущерба для качества товара. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать продукцию по очень доступным ценам для населения. Наше главное преимущество – цены ниже среднерыночных на 20-30%. Также мы предлагаем приобрести товары по акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. «Светофор» в нашем городе уже завоевал доверие покупателей. Помимо полезных товаров для дома в магазине представлен огромный ассортимент продуктов питания, колбасы, крупы, консервы, кондитерские изделия, сухофрукты, рыбы, мясная и молочная продукция. Также стоит отметить, что здесь вы найдете как продукты на каждый день, так и для праздничного стола. И будьте уверены, итоговая сумма в чеке вас непременно обрадует. Мы здесь для праздничного стола все взяли, все необходимое. У нас, конечно, большое мероприятие. Завтра у нас свадьба. Вот мы готовимся с настроением. Здесь мы экономим свой бюджет. Нам нравится сюда приезжать. Мы частенько сюда приезжаем, покупаем все необходимое. И покупками довольны, наверное. Да, очень довольны. Также есть решение и для больших семей. Вам совсем не обязательно приезжать за товарами несколько раз. Можно закупать коробками. «Светофор» дает своим посетителям такую возможность. Ведь здесь берегут ваши деньги. Здесь мы экономим семейный бюджет, и нам очень нравится. Мы очень бываем в этом магазине. Сегодня мы набрали бытовую химию, порошки там, а еще детям игрушки посмотрим. Еще одно преимущество гипермаркета низких цен «Светофор» – его доступность. Дешево, разнообразно. Все для вкусной и удобной жизни. Без завышенных цен, с огромным ассортиментом. Магазин «Светофор» ждет своих покупателей по адресу город Канаш, улица Котовского, дом 4. Сегодня вы можете приобрести муку высший сорт 10 килограммов за 239,90. Стиральный порошок «Биолан» 5 килограммов 400 граммов за 239,90.